Соблюдение поста только дневное время предписано в Коране, но в этом заложена и глубокая мудрость. Искушение сопровождает человека днем, а ночью он спит. Поскольку главная цель поста – воспитание через ограничения, то его смысл раскрывается именно в дневное время. Пока светит солнце, мусульмане посвящают время молитве, очищению от пороков, отдают дань почтения Аллаху. Бисмиллахи рахмани рахим. Пост, саум, сиям в арабском языке имеет как лингвистическое, так и терминологическое значение. В арабском языке саум, пост, означает аль-имсак, что значит воздержание. В терминологическом смысле аль-имсаку аниль муфаттирати биваджхин махсусин ма'анния. Это воздержаться от всего, что портит пост особым образом вместе с намерением. Что касается намерения, если пост, обязательный пост, как пост в месяц Рамадан, то намерение обязательно должно быть ночью и до утреннего намаза. Как сказал шейх Яхья Нуруддин аль-Имрити, что «Ваваджибун тақдимуха ан фаджрихи ва аджзаат фи нафли кабля зухрихи». Обязательно необходимо, чтобы намерение было до утреннего намаза. Если же пост является дополнительным, добровольным, сунной, например, пост в понедельник и в четверг, то достаточно иметь намерение до обеда, при условии, что человек до обеда не совершил ничего, что портило бы пост. Сам пост был вменен в обязанность мусульманам во второй год хиджри, то есть получается на 15-й год пророческой миссии. В месяц Шаабан он стал обязательным, то есть Аллах возложил на верующих в месяц Шаабан во втором году хиджри поститься, то есть следующий месяц уже был Рамадан. Шахру Рамадан, Аллах Всевышний Субхану ва Та'аля говорит: «Шахру Рамадан, аллади унзиля фихи л-Кур'ан, худан линнаси ва байинати миналь худа валь фуркан». Почему месяц Рамадан, помимо того, что в этот месяц мы постимся, почему он является для нас святым? Потому что первое ниспослание Корана было в месяц Рамадан. Также сунной является во время поста 3 вещи. Это фаль-фитра аджиль ва сухура ахири, как сказал шейх Имрити. Фитр, разговение, нужно поторопиться с разговением. Не преждевременно разговляться, а когда настало время магриба, сразу поторопиться что-нибудь попить или же разговиться с финиками, если есть финики. Вассухура ахри. Что касается утреннего, то есть перед утром прием пищи, называется сухур. То есть ночной прием пищи до утреннего намаза называется сухур. Этот сухур оттягивать максимально близко к времени утреннего намаза, это является сунной. Вакауля худжирин фиссиями фахджури. И также во время поста нужно избегать сквернословия и непристойных слов. Конечно, необходимо этого избегать круглый год, но особенно в месяц Рамадан, особенно когда человек постится, он должен стараться избегать сквернословия, непристойных слов, подобно тому, как если бы он был паломником. Главное внимание в этом месяце уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этнические нормы. Запрещено гневаться, ссориться, причинять боль другим людям, лгать. Нельзя оставаться во вражде, следует со всеми примириться. Во время поста мусульманину запрещено принимать любые виды пищи, питья, что бы то ни было, что попадает ему в полость человека, то есть вовнутрь человека. И, как сказал шейх Аль-Имрити, «Вашартуху аль-имсаку ан таати муфаттарин амдан калистиати».
условием действительности поста является, чтобы человек воздерживался от того, что может попасть вовнутрь преднамеренно. Например, лекарства, которые человек принимает через нос, то есть через нос, через полость рта, разницы нету. Все, что заходит вовнутрь человека, портит его пост. А также преднамеренная рвота. Если человек сам вызвал у себя рвоту, например, засунул пальцы в глотку и вызвал рвоту, это портит пост. Если же у него рвота случилась непроизвольно, то есть от него это не зависело, просто так случилась рвота, то он просто сполоснет свой рот и будет продолжать пост, его пост не портится. Также ушные капли портят пост, потому что они попадают в полость человека. Во время поста есть два кафарата. Первый кафарат, если у постящегося испортился пост из-за жены, то в таком случае на человека ложится кафарат искупления греха, и только на мужа, не на жену. В таком случае человек должен возместить этот день, во-первых, а кафарат будет непрерывный пост 2 месяца. Если у него оборвалась непрерывность, то он возобновляет и постится. Если же он не в состоянии поститься 2 месяца подряд из-за здоровья, то он должен накормить 60 нуждающихся людей во искупление своего греха. Это является кафарат, а жена возмещает этот день. Что касается второго вида кафарата, это если, например, человек был путником, или же человек болел, и он не постился. И у него была возможность возместить эти дни до наступления следующего Рамадана, но он так и не возместил эти дни, и наступил месяц Рамадан. То когда он будет возмещать свои пропущенные дни, за каждый пропущенный день он будет выплачивать кафарат. وَكُلُّ يَوْمٍ بِالْقَضَاءِ تَأَخَّرَ حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّارَةٌ وَعِدَّةُ الْأَمْدَادِ كَالْأَيَّامِ وَكُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الْأَعْوَامِ, как сказал шейх Аль-Амрити, за каждый пропущенный день он будет выплачивать из зерновой культуры, будь то гречка, будь то рис, то, что люди едят, либо же накормить человека за каждый пропущенный день. И если же пройдет еще 1 год, и он не возместит эти дни, то этот кафарат у него увеличивается. Такие 2 вида кафарата во время поста. Алхамдулиллахи раббил аламин. Для тех, кто не может соблюдать пост, допускается облегчение. Заболевшие или путники, которые находятся далеко от дома, могут перенести пост на любое другое время до следующего Рамадана. Они должны компенсировать воздержанием столько дней, сколько пропустили в Рамадан. Если человек лечится, и он ставит капельницы, уколы, внутривенные, внутримышечные, то ничего из этого уразу пост не портит, если он лечится. Если же он ставит капельницы, которые ставят специально, чтобы человек не хотел кушать и пить. Это другой вид капельниц, они запрещены. А если же эти капельницы для лечения, и они там, несмотря на то, что содержат глюкозу, что бы они ни содержали, если человек лечится, то никакие капельницы, никакие уколы пост его не портят. Также шейх Мухаммад Бахит Аль-Мути'и, рахимахуллах та'аля, один из великих ученых начала 20 века, который к тому же был и муфтием Египта, в 1935 году скончавшийся. После того, как он привел все 4 мазхаба, все их доводы за и против, также он пришел к заключению, что никакой вид уколов, капельниц пост не портят. Но здесь нужно иметь в виду, что если человек в этом не нуждается, то лучше отложить это. Но если же он лечится, то из-за
этих уколов и капельниц пост прерывать не будет. Человек, не соблюдающий пост в Рамадан, оставляет один из столпов ислама и совершает один из больших грехов. Просим Аллаха о благополучии в этом мире и мире дальнем. Для путника и для больного есть рухса, то есть разрешено ему не поститься. Если же он находился в пути, например, 2 недели, то за эти 2 недели он может не поститься. То есть у него уже есть выбор, хочет поститься, если же ему тяжело, то он может не поститься. После того, как он вернулся домой, например, осталось еще 2 недели Рамадана, он завершит этот месяц Рамадан, потом наступит праздничный день. Идуль-Фитр, праздник разговения. В этот день поститься харам, запрещено. Есть 5 дней, в которых запрещено поститься. Идуль-Фитры и Идуль-Адха и Аямут Ташрих. Это 2 праздника, великих праздника мусульманских разговений, жертвоприношений и дни Ташриха. Это получается 11, 12 и 13 день месяца Зуль-Хиджи. Эти дни, в которые запрещено поститься. И он постарается после того, как завершится этот праздник, при первой же возможности возместить свой пост. Вот эти пропущенные 2 недели, например, если это 2 недели. Если же он без каких-либо уважительных причин не возместил эти дни и наступил следующий Рамадан, то он, помимо возмещения, на него ляжет еще кафарат. Он за каждый день должен выплатить муд еды, то есть примерно 700 грамм еды, либо же накормить человека. Wallahu ta'ala a'lam, алхамдулиллахи раббил аламин.